Что рассказывать? Пошли? Рассказывай подводку, куда мы идем. На улице минус 20. На улице минус 20. Елка, отойди, ты елку загораживаешь. Треугольник. Вот, елку ставят. И мы идем куда-то где? Мы идем в Национальный художественный музей. Зачем? На картину любоваться? Мы идем смотреть не на картины, а на плакаты. Вот так. А плакаты это недоделанные картины. Вот сюда вот он меня привел. Ведет. Штыком фашиста-мародера. Это выставка якутского плаката. Военного плаката. Причем идет с 11 сентября даже. А ты мне сказал, будто только когда? Вчера. Ну, зато она скоро закончится, поэтому надо успевать что-то делать. Ну пошли, веди меня. Мы сейчас идем куда? Мы идем на выставку плаката. То есть вот мы купили билеты за 150 рублей, можем пройти В 3 актовом зале, зала, на первом но этаже. этот человек говорит, идем только туда. Ну, мы же должны с чего-то начать. Ну, сразу скажу, плакатов-то больше, чем я думал. Дело в том, что у меня, если говорить о военных плакатах Якутии, все ассоциируется с одним единственным плакатом, который я знал доселе. И он, я не уверен, что он кому-то из наших художников принадлежит. Это, да, как там, даешь рыбу фронту. Не знала, кто такой плакат. Ну, вот когда мы заходили, я сказал якутские военные плакаты, да, но я не совсем корректно выразился. Скажем так, это просто советские военные плакаты, нарисованные в Якутске. Якутскими В Якутии. художниками. Якутскими художниками, да. Потому что по содержанию, по смыслу они, естественно, ничем не отличаются от плакатов, которые в то время с 41 по 45 год рисовали в нашей стране повсеместно, да, и как сказать, у плаката две темы вообще. Это либо мы посмеемся над врагом, либо мы заразимся, скажем так, энергией для борьбы с врагом, да. Я думаю, здесь мы то же самое увидим. А сколько всего, ты знаешь, было плакатов? Это вообще было прям так масштабно? Их рисовали на каждом заводе, на каждом предприятии или как? Да, причем у нас, как сказать, плакаты рисовали очень масштабно, и причем были плакаты типографские, которые отпечатывались по лекалам на всю страну, например, да, а были окна ТАСС, так называемые, да? Как? Окна ТАСС, ну, ТАСС, информационное агентство, которые, ну, с вариациями можно было делать на месте. И, естественно, художники на местах, они тоже рисовали плакаты, ну, на общую тему борьбы с фашизмом, о победе и так далее, да, но каждый что-то свое добавлял. Поэтому нельзя сказать, что, например, в Советской Армении и в Советской Якутии рисовали одинаковые плакаты, ну, они все равно отличались. Ну, герой-то внешне отличается, наверное. Кстати, знаешь, что примечательно, что мы находимся? Сейчас мы пришли на выставку советских плакатов военных, которая проходит в здании бывшей типографии. Да, кстати, что характерно. Да. И тут серия из 6 плакатов называется «История одного похода». Угу. Вот финалочка. Ну вот как раз тот самый плакат, о котором я говорил. А почему я про него знал в основном? Потому что мой дедушка в годы войны, в самом начале, еще подростком, он на Быковом мысу заготавливал рыбу. И в 15 лет у него не было ни одного зуба, потому что он переболел цингой и чудом выжил. Колхозники и колхозницы рыболовецких бригад и колхозов. Успешное проведение путины равно крупной Победе на равно фронте. крупной победе на фронте. И дело в том, что в 1941-1942 году многие продовольственные районы Советского Союза, они уже были захвачены фашистами, да? И продовольствие с одной стороны нам где-то было брать, и, соответственно, использовались ресурсы Дальнего Востока и Севера по добыче рыбы. Очень, насколько я помню,
По-моему, в 1942 году вышло постановление какое-то Совета министров Советского Союза, наверное, получается, да? Так вот, там важность рыбодобычи, рыбозаготовки приравнивалась практически к важности производства оружия. Ничего себе. Да, это очень важная работа, которую делали в тылу. Вот настало время дать опровержение. Не, ну обычно просто мы не поправляемся, когда мы совершаем ошибки, да? Это он себя имеет в виду, а не меня. Да, это касается меня. Но в прошлый раз, когда мы рассказывали про здание с колоннами в Якутске, про рисунки на здании Академии наук, я сказал, что это Михаил Носов нарисовал, да? Ну, проект Михаила Носова, но при этом сказал, что это не местный художник, а он на самом-то деле совсем наш родной местный. И вот я хочу оправдаться, да. Носов Михаил Михайлович. И вот такой вот плакат мы здесь увидели. Ну, очень Колоритный характерный якутский, да? плакат, да, потому что, во-первых, за основу взят совсем обычный сюжет, скажем, обычного советского плаката. Солдат с винтовкой, танки, самолеты летят, но вокруг СРГ вообще вся стилистика плаката, ну, трудно не заметить, что она Узоры наши. в якутском стиле сделана. Очень красивый плакат. Тут, оказывается, есть не только якутские и не только времен войны плакаты. Вот мы нашли плакат 1951 года. Называется он, ну, из серии «Поджигательной войны». Тут, естественно, понятно, кто изображен. Так вот, Кто изображен? ну, это же Уинстон Черчилль. И автор плаката, смотри-ка, это группа Кукрыниксы, между прочим. Не группа Кукрыниксы Это музыкальная, а Сообщество. группа художников, да. Группа Кукрыникс. Так это музыкальная группа, это сейчас Кукрыниксы звучит так же непонятно и старо, как... Ну, сейчас молодое поколение, которое будет просматривать, потому что иногда меня смотрят дети совсем школьники, они же тебе поверят. Поэтому нужно называть нормально, чтобы не было там всякого в комментариях. Ну как вам Ну, выставка, вот это Александр? М? Как тебе выставка? А мне понравилось. Ну, ты знаешь, я очень трепетно отношусь к всему, что с историей связано, да? А то особенно, Особенно как к сказать, военной. с историей, к которой мы сами причастны, да? То есть вот наши предки связаны, сами мы и так далее, да? Здесь у нас город Якутск. Строительный лес. Александр в восторге от этой Ну, картины. я в восторге. Я почему-то раньше ее здесь не видел. Очень красиво. Такие цвета насыщенные, еще с разного расстояния она по-разному смотрится. Да? Очень красиво. Юля, вот О, наш любимый город. мы вот это с тобой... Вот, мы использовали в видео про кафедральный собор, который вот на заднем фоне, фотографию, по которой нарисован вот этот рисунок. Вот это вот твой любимый кафедральный собор. Да, Троицкий кафедральный собор. И что интересно, я, короче говоря, на фотография в точности такая же, но у нее есть отличие, там нет вот этого поезда. И когда Обоза. я в первый раз поезда увидел, я еще подумал, Это думаю, поезд? как необычно выглядит. Думаю, почему олени, подумал я, ведь у нас в Якутске олени не водятся. Ну да. И, то есть не характерно. Я подумал, может быть, ну, Пестряков, художник, Иннокентий Пестряков, добавить экзотики хотел, да? А потом я понял, что это же дорога, Иркутский тракт, то есть она идет с Тамота и так далее, да? И это ямщицкий поезд, почту привез. И мне стало так стыдно. Я оставлю ссылку на это видео. Это одно из любимейших зданий города Якутска. Одно из любимейших зданий Александра в городе Якутске. О, какая девушка, смотри.
Как она одета-то. Девушка в рысьей одежде. Сейчас подошла поближе, написано название картины в скобочках Абакаяда. Вот та самая, которая была прошлое видео. Ну, возможно, она так и выглядит. Ну, факт в том, что она так одевалась. Офигительно просто. Кстати, а вот в художественном музее эти самые 3 грации Чикачело, про которых было прошлое видео. Короче, не зря мы пришли в музей. Вот сейчас смотрим на картину Мунха. Видео я тоже здесь на канале снимала в прошлом году. Я ссылку оставлю. Вот как это выглядит. Короче, пока людей нет, нужно всем идти в музей. Насладитесь прекрасным, отдохнете и хорошо проведете время. Здесь вообще никого нет. Еще одна красивая картина «Танец стерхов». И это мы только в зале искусства Якутии. А впереди еще 1,5 этажа. И мои любимые ленские столбы. О, наконец-то можно орать и кривляться, да, как говорится? Рассказывай, ну как тебе вообще в целом? Ну, правда, видели только всего 2 зала, актовый и искусство Якутии, но в целом у меня очень положительные ощущения. У нас Крутецкий музей. На самом деле, если кто-то, а есть такие, кто никогда не бывал в Национальном художественном музее, да, они очень много теряют, потому что за 150 рублей, да, можно ходить часами. 150 рублей, все любоваться этажи, такой все красотой. экспозиции. Там ведь не только картины, там изделия косторезов, деревянные Как он скульптуры. лицо делает, слушай, да? Красота. Ну, просто действительно можно прийти и зависать вот целый день. А почему мы вышли через задний ход? Потому что мы пошли по следам пропавшей головы. Да, мы сейчас идем к голове. Та-дам! Где она? Где она? Где она? Вот она. Можно, да, я скажу, что это все-таки ужасная вещь. На самом деле, когда однажды я увидел ее рядом с Триумфом, я подумал, мать честная, что это такое? А оказалось, А это что арт-объект. арт-объект. Его какой-то Какой-то итальянец, некультурный. Да, подарил, ну, городу, скажем так. Но, если честно, он мог бы выбрать и другой подарок. Мне кажется, Александр просто смущает радужный окрас этой головы. Прочитай, что написано. Он был не итальянцем, а испанцем, прошу прощения. Это называется первобытный мираж. А у меня, как у людей, которые выросли, ну, скажем, там, в 90-х и так далее, он мне ассоциируется с фильмом «Безумный Макс». А я вообще сюда вышла, чтобы ты мне сказал про это здание. Про него начал говорить в одном из прошлых видео, но мы тогда его не сняли. Ну вот здание Национального художественного музея, сзади которого мы сейчас находимся, с необычного ракурса, да? Который я помню как бывшую типографию. Да, это как раз одно из тех зданий, которые созданы, в середине 50-х в нашем городе строились, да, каменных. Который отвечает, да, сталинскому ампиру? Ну, в целом, да, ты же видела, оно как фасадом выходит, вот именно в угол, короче, да? Я вижу только кондиционеры. Ну, с этой стороны тут, конечно, все. Не так красиво, как с фасада, да? Но ты видела, там и внутри очень красиво. Да, но сейчас тоже, когда выйдем на улицу, там тоже поснимаем. Так, что ты хотела сказать главное, важное про это здание? Это здание бывшей типографии. Это я сказала. Что входит? Это здание, и, кстати говоря, это здание объект исторического наследия, архитектурно. Оп, ну все, я запутался. Свидетельство старины. Это вот это вот. Ну все, вон там музей. Здесь Юля. Здесь Юля. Подписывайтесь на ее мой канал. Да-да-да. Мы уже просто это все проговорили 5 раз. и поняли, что не на фоне здания снимаем. Еще ставьте лайки, пишите комментарии. Саша будет рад все прочитать. Но мы не прощаемся, короче, да. Да. Будем продолжать продолжение. Всем пока. Пока.